Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Управление Роспотребнадзора по Якутии зарегистрировало 7 случаев заболевания ботулизмом в Верхневилюйском, Мирнинском, Алекминском и Жиганском районах Якутии. 3 из них завершились летальным исходом. Все заболевшие употребляли в пищу продукцию собственного приготовления: паштет из карасей, рыбу, осетр домашнего посола и копчения. Соление рыб проводилось без соблюдения правил санитарной безопасности, а также методов соления рыбной продукции. Продукты хранились при комнатной температуре, либо в кладовых помещениях при температуре плюс 20-22 градуса, а также употреблялись в пищу с незначительным запахом разложения. По результатам лабораторных исследований выявлен ботулистический токсин тип Е. Управление Роспотребнадзора напоминает, что лучшей профилактикой ботулизма является употребление консервов только промышленного приготовления. У жителя Алекминского района республики зарегистрирован клещевой вирусный энцефалит. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, больной не был привит против опасной болезни. С его слов, укусы произошли 19 и 23 июня в лесу вблизи села Токка. После укусов за медицинской помощью потерпевший не обращался. Клещи удалены самостоятельно и выброшены. На сегодня состояние больного удовлетворительное. Лечение получает в полном объеме в условиях стационара. По состоянию на 20 июля на территории республики зарегистрировано 187 случаев укусов клещами людей в Алданском, Ленском, Нерюнгринском, Алекминском, Горном, Сунтарском, Хангаласском, Усть-Алданском районах и городе Якутске. Человек с ограниченными возможностями здоровья сломал таз в стоматологии Якутска. Мужчина на инвалидной коляске пришел на прием к стоматологу и, пытаясь найти кабинет в темноте, упал с лестницы с высоты 2 метров. Как сообщили в региональной общественной организации «Движение без барьеров», инцидент произошел в стоматологии по улице Орджоникидзе города Якутска. Клиника расположена в офисном здании, где отсутствует пандус и нет кнопки вызова. Мужчина смог попасть внутрь здания благодаря помощи прохожих. Ему диагностировали переломы тазовой кости в нескольких местах. Также он написал заявление в прокуратуру и обратился к активистам. Известно, что пострадавший является параспортсменом, призером и чемпионом России по стрельбе из лука. Реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорте Якутска стала причиной задержки багажа пассажиров, прилетевших из Красноярска. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании «Якутия», подобное может произойти в аэропорту Чульмана Нерюнгринского района. Также из-за реконструкции полосы. Авиакомпания информирует пассажиров рейсов центральных маршрутов, прилетающих в аэропорты Якутска и Чульмана, о возможных неудобствах, связанных с поздней подачей багажа. Реконструкция предполагает сокращение длины взлетно-посадочных полос, что непосредственно влияет на предельную коммерческую загрузку воздушных судов, в том числе багажа и груза. Муж с женой во время ссоры порвали друг другу паспорта. На них завели уголовное дело. Как сообщает прокуратура республики, супруги поссорились в мае текущего года. Жена требовала мужа прекратить пить. Подсудимый в ответ на недовольство супруги выхватил из кухонного шкафа паспорт гражданки Российской Федерации, принадлежащий последней, и оборвал лист из официального документа. В отместку за содеянное супруга вырвала 8 листов из паспорта мужа. В судебном заседании подсудимые вину в инкриминируемых им действиях признали в полном объеме и раскаялись в содеянном. Производство по уголовному делу прекращено в связи с примирением сторон. Постановление суда вступило в законную силу. Рубрика «Чрезвычайные происшествия» отмечена дипломом первой степени Следственного комитета. Награду нам вручили в День работника следственных органов. Дата появилась с постановлением правительства в 2014 году, однако историю ведет с 1713 года, когда именным указом Петра I был учрежден первый специализированный следственный орган России – Следственная канцелярия, которая стала первым государственным органом в стране, подчиненным непосредственно главе государства и наделенным полномочием по проведению предварительного следствия. С тех пор День сотрудника органов следствия – это профессиональный праздник всех сотрудников следственных подразделений. Отметили его и в Якутске. В Следственном управлении поздравили ветеранов и отличившихся сотрудников.
В структуре следственного управления по всей республике работают около 180 сотрудников. И, разумеется, что основная часть из них – это следователи. Наши следователи – это люди, которые в любую погоду, в любое время дня и ночи готовы выехать на место происшествия. Они зачастую жертвуют не только своим личным временем, но и порой даже взаимоотношениями в семье, потому что действительно работа следователя, она покоряется, скажем так, далеко не каждому человеку. К этому нужно долго идти, к этому нужно быть готовым. И наши следователи, я уверена, с этим справляются. В Нерюнгри ГИБДД и местные жители провели профилактическую акцию. Участники нанесли на асфальт перед переходами надписи, призывающие пешеходов к соблюдению правил дорожного движения. Сюжет Екатерины Павловой. В ходе профилактической акции с помощью баллончиков с краской и трафаретов на центральных улицах города перед нерегулируемыми светофором пешеходными переходами были нанесены надписи, призывающие пеших участников дорожного движения убедиться в безопасности перехода проезжей части и взять ребенка за руку, а велосипедистов сойти со своего транспорта и перевести его по правилам дорожного движения. Часто вижу, когда родители переходят через пешеходный переход, а тут очень достаточно интенсивное движение, и не держат своих детей за руку. Бывает так, что родители идут быстрее, ребенок медленнее. И это, конечно, вызывает некоторое опасение. Вот на сегодняшний день мы сделали такую акцию для того, чтобы сблизить и обезопасить всех жителей города Нерюнгри. Уверен, что данные знаки будут помогать людям, которые переходят. Они обязательно, думаю, будут обращать внимание на эти знаки. Как правило, юные участники дорожного движения становятся участниками ДТП либо по собственной неосторожности, либо по вине родителей, которые не соблюдают правила дорожного движения. Сотрудники ГИБДД надеются, что после такого призыва каждый, кто увидит около пешеходного перехода ребенка, обязательно возьмет его за руку и поможет перейти через проезжую часть. Социальный проект очень значимый, помогает молодежи адаптироваться к правилам дорожного движения. Это в основном несовершеннолетние, которые катаются на велосипеде или перебегают проезжую часть без разрешения взрослых. А также адаптируют взрослых, напоминают им правила дорожного движения, что нужно соблюдать правила перехода, пешеходного перехода. Возьми ребенка за руку, сними наушники, сойди с велосипеда. Организаторы акции планируют продолжить свою работу и написать обращение к пешеходам на асфальте по всему городу. Екатерина Павлова, Аяла Мосов, Нерюнгри. На этом пока все. Берегите себя.